그렇지. 아니야 뭐랑 시큰 tamamladı. Креалад. Тык-так, видите, гаражер был. Так, рестомид, ребята, используют антикомар. Да. Рестомид. Так, посмотрите, вот, помните наш старый способ укладки уток под мох? Вот, под мохом лежит прямо вот такой слой льда, вот, смотрите, вековой лед. Вот, Анатолий Федорович нашел такое место. Отличное. И подрезать, он здесь плохо подрезал. Плохо подрезал. По всей длине надо подрезать ее. Здесь у нас ребята работают из другой бригадки. В основном больше на торфяник похоже. Вот. Фух. Что, ребята, сколько осталось метров? Метров. О, почти дошли, оказывается. Вот такая получилась мин-полоса. На этом мы заканчиваем подготовку нашей мин-полосы, которая остановит лесной пожар. Но если, конечно, огонь загорится с такой силой, что в принципе, что эта мин-полоса даже может и не помочь. Поэтому спасибо всем, кто принимал участие в ее подготовке. МЧСникам, Якутлесресурс, баханайским ребятам за спасибо за то, что вышли на защиту своего поселка, что в наше время за бесплатно работать такая редкость. Вот. В принципе, здесь вообще хорошая мин-полоса. Надеемся, что прослужит не один год. Ну и будет защищать, так сказать, поселок и лес. Вот ребята смогли оживить даже старенький Урал, который стоял в поселке, ну, наверное, лет, наверное, так 10, я не знаю, может больше. Смотрите, вот. Ребята сказали, что он не на ходу, но пожарные смогли его оживить. Тут что с тем костями-то, как он? А? Пробитый, нет емкости-то нормальные? Мы еще не заливали, сейчас на речку поедем, будем заправлять его. А, вы хотите вот что сделать, да? Ну, круто. Да, проверить его, ну, 100% мне кажется пробитый. Заводим. Так, открытая она. Открыто? Газ Все, туда. вот минимум, вот максимум. Крантик закрой. Топливо есть? Так, сегодня мы идем на расчистку просеки. То есть не просеки, а разрыва. То есть будем расширять разрыв на расширение разрыва, так скажем.
Так, выдвинулись на расчистку. В основном у нас пилы и топоры, чтобы делать расширение разрыва. Ну, я вот горючку тащу и масло для редуктора. Вот стоят емкостя, подготовлены помпы, трактора наготове. Мужики вот даже плуг там ремонтируют. Все, короче, готовится потихо. Вон угольником толкают, дорогу расширяют. Ну, вот такое движение происходит в деревне. По защите населенного пункта производится. Сейчас будем делать расширение. Так, вот у нас естественная преграда. Это автозимник. Сейчас будем делать немножко расширения. Пожар у нас движется с той стороны, с юго-западной стороны. И будем делать использовать эту естественную преграду как разрыв. Это на случай пожара будем отжигаться от этого автозимника. Будет использовано в качестве мин-полосы, потому что вот у нее весь минеральный слой содранный и отжигаться удобно. А разрыв делается для того, чтобы верховой пожар, в случае верхового пожара он вас вот это вот не загорелось все. Вот здесь надо аккуратнее, потому что ветер у нас северный, деревья валит. Валить надо аккуратно деревья. Так, вот обед после работы. Прокопий нам сготовил макароны с тушенкой. Макароны по-флотски. Буба. Хлеб нарезаем. Приятного аппетита! Вот это дизельная электростанция поселка Баханы. Здесь также проходит расчистка территории. Немножко расчистили площадь, но в связи с тем, что некуда вывозить материал, пока решено все сложить. Трактор подъедет, будет все вывозка. Местное население может пользоваться, отсюда забирать
Вон там вот проходит полоса, поэтому особой опасности нету. Но это так, лишняя мера предосторожности. Ну и заодно помощь в расширении прилегающей к электростанции лесного массива расчистки. Так, теперь очищенную от деревьев площадку очищает трактором. К сожалению, ДТ нету, но есть белорус, тоже неплохо справляется. Практически вот здесь все белорусом прочищено. Администрациям необходимо, думаю, что иметь гусеничную технику именно противопожарного назначения в каждом районе, в каждом поселке, чтобы на случай пожаров вот так вот не мучиться колесной, а выгнать нормальную хорошую технику и пропахать минполосу или подновить. Так, сейчас работники службы МЧС будут обучать местное население по обслуживанию и эксплуатации вот этой пожарной автоцистерны. Это на случай того, если в селе будет какой-нибудь чрезвычайный случай, произойдет пожар, пусть хозяйственного объекта, либо лесного массива, будет использоваться автоцистерна. И сейчас вот ребята будут обучать. Ну, то есть рассказывать самые нужные азы, как можно потушить пожар, как можно подключить, закачать воду и тому подобное. Нет, там не рабочий. А, не рабочий? А, тогда вот там. Это поста один. Вот эту перепутать можно магистральную или 67-ю или 66-ю. У вас через переходник. Его можно же? Да. И будет... Надо раскрутить вот эту. Не вообще все простое. Он может сказать, Она врает. по идее все от руки можно собрать. Я его буду мембр, да. То есть с емкости вода в насос. Открываем ее. Насос выдает 40 литров. Вот производительность этого насоса 40 литров в секунду. Подожди. А? Сейчас воду спускать будут. Как спускать? Все. Ну, имеется в виду. Съемка. То есть вот этот рычаг, все. Сцепление раз и оборотами регулируешь. Так, сегодня отработали, получается, участок автозимника до аэропорта. Там расширили, использовали автозимник в качестве противопожарного разрыва и сделали расчистку с двух сторон.
Потом сделали расчистку вокруг электростанции, местной дизельной электростанции. То есть там емкостя с дизельным топливом. Сделали там расчистку, то есть как барьер тоже противопожарный. Дальше, то есть противопожарный разрыв. Дальше еще мы сделали. Будет сейчас обучение населения произведено по эксплуатацию и обслуживанию пожарной автомобиля. Даже как пожарная автосцена называется. Ну. И будет сейчас вечером общее собрание, общепоселковое с местным населением по поводу проведенных нами работ. Ну все на этом. Завтра пожар будем считать локализованным. Окарауливание остается силами ДПД местного. ДПД — это добровольная пожарная дружина. И наша работа на этом заканчивается здесь, в поселке Баханой. Как говорится, сделали все, что было в наших силах. Завтра за нами прилетает вертолет, и мы улетаем по домам. Ну, возвращаемся к своей работе прямой, своим обязанностям прямым. Вот. Ну, ребята, я не знаю, вы куда летите дальше? Судьба ваша? В Якутск пока. Пока в Якутск, да? То есть никуда на другой пожар вас не бросают? Или могут? Могут. Ну вот их могут забросить, а мы, конечно, остаемся на своей территориальной все-таки границах, свое лесничество. И вот, если что, будет сигнал, я вновь сюда приеду, и ребята, возможно, прилетят. Поэтому так вот. Сегодня вечером съездим на рыбалку. Сюжет о рыбалке будет отдельное видео. Рыбалка в поселке Бахан называется. По штучкам. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре вот такой вот сухпайок от МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций России. Так, здесь что у нас? Индивидуальный рацион питания ИРП. Ну, здесь не написано, что конкретно он принадлежит для работников МЧС. Я так думал, что это для всех, да, служб, возможно. Да, возможно, для всех служб. Срок годности, дата комплектования, все есть. И как хранить, при какой температуре. Все вот так достаточно герметично, вакуумно. Да, и открывается он, допустим, вот, можно без ножа, потому что по привычке вот здесь открываешь и обычно вот липучка. Открыли. Так вот коробка такая. Вот так все уложено. Так, начнем с того, что сверху лежат 3 салфетки. Салфетки дезинфицирующие, обычные. Для посуды. Да, тут оказывается вот для посуды. Дмитрий Юрьевич вот как представитель МЧС мне тут подсказывает, потому что он мне их подогнал, так скажем. Вот. Дальше идем. Это у нас что? Адаптовид. Ага, адаптовид. Напиток тонизирующий написано. Интересно. Состав: белый, свекловичный, экстракты всякие, короче. Но вообще это для чего, как бы? Просто как напиток, да, используется. Так, напиток есть. Имеется нож пластиковый и 3 ложки. То есть на завтрак, обед и ужин, да? Это же дневной, да, я так понял? Да, это дневной рацион питания. Сколько он весит? Весит килограмм 900. 2 килограмма почти. То есть то, что человек должен употребить в течение дня. Напиток молочный сухой. Здесь идет
Сыр плавленый, консервирован. Икра из кабачков. Все вот так открывается, без ножа. Фарш колбасный любительский. Сахар у нас 4 пачки по 15 грамм. Сухое горючее. Разогреватель портативный написано. И вот подставочка металлическая, на котором поджигаешь сухую. Как ее называют это? Сухое горючее. Вот. Вот инструкция. Угу. Ага. Так, сейчас до них дойдем. Жевательная резинка. Каша перловая с говядиной. Мясо с зеленым горошком и морковью. Говядина тушеная высший сорт. Шоколад офицерский горький. 30 грамм батончик. Вот такие спички для розжига сухого горючего, которые не гаснут. Вот. Повидло яблочное. Кофе. Это у нас соус томатный острый. Сливки сухие быстро растворимые. Раз, два, три, четыре, пять. 5 пачек. Чай черный. 2 пачки. Соль 2 и перец 1 по грамму. 3 салфетки. Еще одно кофе. Кофе все-таки 3 было. Так, таблетка для обеззараживания воды. Галеты 6 пачек. И вот это вот у меня вопрос Дмитрию Юрьевичу, что это? Это открывашка для банок. Попробуем открыть. Кстати, вот некоторые банки вообще цельные банки, допустим, каша перловая. И вот такая вот открывашка пластиковая, очень интересная. Давайте сейчас Дмитрий Юрьевич будет нам демонстрировать, как этим пользоваться. Я даже не пробовал, если честно. Так, это должно вставляться вот так, да? Нет. Она не работает. Ясно. Короче, эту штуку нужно руководству МЧС все-таки как-то заменить на более что-то другое. Потому что мы попытались открыть, вы видели, и у нас кончик загнулся, да? Да, мне действительно интересно, как пластиковой штукой открыть металлическую банку. Вот. Ну да ладно. Для этого у нас есть нож, на самом деле, конечно, да. И вот такая вот идет инструкция по использованию индивидуального рациона. Ну, здесь вот пишут, что для чего нужны это разогрев, потом как нужно использовать это воду, дезинфицировать. Вот. И описание идет поливитаминного препарата Биомакс, о том, какие у него полезные свойства и тому подобное. Ну что же, будем принимать витамины тогда сейчас. Все, вот такой коротенький обзор был на индивидуальный рацион питания от МЧС. Оставайтесь на канале, дальше будет интересно. Так, вот, значит, ребята тут кое-что додумали до конца. Вот. Смотрите, вот стандартное сухое горючее идет без
Здесь вот такой вот пустая полость, вот пустая, да, вот здесь такая, кармашка пустого. Его можно, оказывается, вот отлично туда входит кусок серки. И даже можно 3 спички бросить, например, туда. Простые спички, допустим, не обязательно такие, а обычные. Это водоветроустойчивые спички. На крайняк можно простые кинуть. Такой вот лайфхак. Сейчас пытался вот поджечь сухое горючее. Одной спичкой не загорается. Вот я так вот положил. Ждал, пока загорится, но не загорелось. Так, значит, что-то либо в нас дело, либо в сухом горючем. Все-таки надо было немножко вот под углом держать. Так, вот уже едим, который этот сухпайок, который только что обозревали, уже его съедаем практически весь. В общем, все нормально, все вкусно. Ну что, как вкусно, ребята? Вкусно. Вот самый лучший этот вердикт, это ребята сказали вкусно. Все. Так, сейчас последнее итоговое собрание с населением. Итоги проведенной работы и инструктаж. Так, выступающие будут Антонов Николай Иванович, глава населения поселка, Муравьев Дмитрий Юрьевич, начальник пожарной части, и я вот, собственно, все. Bilgin bolğana 9 kilometrga durar 9 kilometr 4'den 5 metr adır. 9 kilometrga büyüme danlayınan bahar tuğunundan bilgin min kırdık bilinleri mümkün bu değerleri kepsiyektere bahar kaddaq onu tuğuk bolğanyalar durur. Ta o senatta bu erken itten çeyiz biller bitbit vege bu bihi böyle fıtıgar Чегес билдирилибиде воннаттан улуу сүрдүнөн готовность билдирилибиде. Оларда белемнени. Да, спасибо всем. Дальше он бир контролга барабыт, дальше контролга барабыт. Атта. Ну вот, прошло такое собрание, задавали вопросы. Были, конечно, жителей волновала судьба села, дальнейшее развитие пожара, но надеюсь, все образуется. Будем следить за пожаром дистанционно и в случае чего сразу будем здесь. Всем спасибо, всем пока.